Каждый из нас является интернет-пользователем. Ежедневно читаем новости, ищем информацию, общаемся в соцсетях. Особенно много времени этому уделяют дети и подростки, которые уже не представляют свою жизнь без интернета. Именно они часто становятся жертвами киберпреступников. Существует несколько основных видов киберугроз, с которыми дети сталкиваются в интернете. Злоумышленники скрываются на сайтах, которые часто посещают дети. Например, соцсети или сайты компьютерных игр. Они могут сами притворяться детьми и пытаться обманом выяснить у ребенка пароли или платежную информацию. Часто бывает, что дети сами создают для себя опасные ситуации в интернете. Они устанавливают программы или переходят по непонятным ссылкам, не осознавая последствий таких действий. Кроме этого, дети в социальных сетях могут публиковать личную информацию, например, адрес, номер мобильного телефона. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Абхазии с 2022 года проводит информационную кампанию с детьми о кибербезопасности. Сейчас в абхазском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что массово скупаются аккаунты несовершеннолетних детей мошенниками. Мошенники начинают писать друзьям, близким, знакомым с их личных страниц, просят скинуть им деньги, выйти на какую-то встречу. Также есть безопасность вовлечения этих же детей в противоправные какие-то действия, в том числе речь идет о террористических и других направлениях. Но конкретных заявлений от родителей или от самих детей в аппарат уполномоченного не поступало, но мы со своей стороны отреагировали именно на информацию, которая появилась в интернет-пространстве, в том числе и у нас, а также на территории Российской Федерации тоже очень много сейчас новой информации о том, что новый вид мошенничества в сети интернет появился. Защититься от социальных угроз сложнее, поэтому важно проговаривать с ребенком правила кибергигиены. Родителям необходимо учить детей распознавать опасные ситуации в интернете. Для этого нужно активно участвовать в обучении детей безопасному поведению в сети. Можно использовать родительский контроль. Сегодня существует множество приложений и сервисов, помогающих родителям контролировать доступ детей к интернету. Также родителям необходимо регулярно обсуждать с детьми их интернет-активность, какие сайты они посещают, с кем общаются. Общение должно строиться исключительно на доверии. В первую очередь, конечно же, это поговорить с ребенком о том вообще, что такое безопасность в сети интернет, о том вообще помочь настроить конфиденциальность на своих личных страницах. То есть взрослый человек, если ребенок не умеет настраивать конфиденциальность, он должен ему в этом помочь, рассказать, кто может видеть личную информацию ребенка, какая информация может быть в общем доступе, какая не должна быть. Также как распознать угрозу, об этом необходимо поговорить с ребенком. Необходимо обговорить момент времени со своим ребенком, ограничить время пользования интернетом. То есть у него должна быть какая-то разница между реальным временем, онлайн-временем. Очень часто ребенок чаще находится в онлайн-пространстве, нежели чем в режиме реального времени. Аппарат уполномоченного по правам ребенка регулярно проводит классные часы среди школьников по кибербезопасности подростков. Также была создана специальная памятка для родителей и педагогов, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, которая распространена в школах республики. Есть информация о том, что нужно делать, если уже обнаружил, что ребенок вовлечен в эти опасные онлайн-игры. Даются рекомендации, также сам дизайн тоже очень говорящий. Здесь приведена таблица также признаков наглядно, которая показывает, как себя лучше вести с ребенком в состоянии кризиса. В этом году мы разработали уже новый классный час, называется «Кибербезопасность несовершеннолетних». Она сопровождается очень такой яркой, красочной презентацией, но она в цифровом виде, так как мы считаем, что ребенок больше воспринимает информацию, когда есть интерактивность, когда ребенок сам вовлечен в процесс вопросов, ответов. Мы приводим различные примеры, и дети сами активно начинают участвовать и рассказывать о тех живых примерах, с которыми они сами столкнулись, либо их одноклассники, сверстники, знакомые. И таким образом, с помощью прямого контакта
контакта, мы видим, насколько такие игры и вообще такая опасность, она есть в нашем сегменте. Доверчивость и недостаток опыта делают детей легкой мишенью для мошенников. Привитие детям правильных онлайн-привычек помогает снизить риски киберугроз. Эксперты отмечают, что грамотный подход к обучению основам безопасности значительно уменьшает вероятность столкновения с интернет-опасностями. И самое главное, не забывать о родительском контроле. Алика Трапша, Адиса Сагария, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.